преддверии Международного дня родных языков в Акмолинском университете состоялся Всероссийский студенческий конкурс педагогического мастерства «Ана теле». В этом году конкурс прошел в 16-й раз и посвящен столетию со дня рождения педагога, ученого, писателя Поварисова Суфияна Шамсуддиновича. Проверить свои педагогические навыки и умения в этом году собрались 18 студентов из Уфы, Казани, Елабуги, Набережных Челнов, Стерлитамака, Белебея, Кушнаренкова. Я думаю, что у нас не будет разочарований, и вы не пожалеете, что общались со своими сверстниками, с педагогами, с наставниками. Ну и, конечно же, была замечательная возможность выехать в наши татарские гимназии, и чтобы провести там занятия. Конкурс прошел в заочном и очном формате. Будущие учителя татарского языка и литературы записывали видеовизитки, писали эссе, готовили творческий номер, а также составляли план-конспект и провели уроки в татарских гимназиях города Уфы. Да, у нас был урок. Я пришла, сначала все подготовила. Дети плохо понимали на татарском языке, но я все переводила, они меня понимали и пытались поддерживать. Я им помогала, и все прошло очень хорошо. Я очень рада. Все этапы конкурса оценивало высококвалифицированное жюри, состоящее из преподавателей университетов, профессоров, учителей и работников образовательных учреждений. По словам жюри, подготовка конкурсантов была на высоком уровне. В этом году, конечно, мы смогли воочию посмотреть уроки наших конкурсантов, и конкурс показывает, что уровень конкурса в этом году он гораздо выше. Уроки прошли на очень высоком уровне, очень методически грамотно построенные уроки. Мы так были рады, что судьба нашего языка, родного татарского языка, в надежных руках. У нас есть будущее. Обладателем гран-при 16-го Всероссийского студенческого конкурса педагогического мастерства «Ана теле» стала Лилия Тагирова, студентка Казанского федерального университета. Этот конкурс дает понять, что работа в сфере татарского языка, родного языка – это одна из мощнейших сфер деятельности, в которой нужно продолжать работать и работать.